Так, всем привет, подписчики. Сегодня у нас новый автомобиль на полное техническое обслуживание. Это у нас Вокси 2014 года. Вот такой аппарат. По пробегу у него, сейчас посмотрим, 190 952. Такой пробег у автомобиля. В общем, горят вот эти все датчики у него, АБС. Вот это все горит, в общем-то. Но суть не в этом. Суть в том, что машину как будто бы что-то держит сзади. Ну и как бы тяжеловато разгоняется, говорит. Посмотрел свечки у него. Свечки зазор очень большой, 45. Вот. Будем менять свечки, ставить иридиум ТТшные. Также будем замена жидкости в автомате. Будем масло менять ВС-ное. Также антифризы поменяем, подготовим автомобиль к зиме. В контуре охлаждения инвертора будем менять и в ДВСе также. Ну, такая вот предстоит работа. Полное техническое обслуживание перед зимой. Сейчас тачку выгоню. Выгоню автомобиль для того, чтобы продуть ее от пыли. Пыли очень много под капотом. Так вот, в общем. Такой автомобиль. Всем смотрим. Сейчас все продуем от пыли, от грязи. Машину обесточиваем и начинаем снимать ЕГР. Вон сколько пыли. Вот для катушки особенно хорошо. Вон сколько грязи, видишь? Не, 90 нет. Тут потому что, видишь, где стенка прилегания вот этой вот хреновины? Вот это вот, это ничего не значит. Ну, но это очень, же коэффициент заедания. Не, коэффициент заедания вот он, где прилегание идет стенки к вот этой стенке. Ну, то есть самой стенки вот этой медальки к этой стенке. Вот, а он, видишь, там зазор есть, конечно, но вот тут много грязи до хера. Просто, видать, либо фильтр ни хрена не меняли раньше ездили. Но он говорит, я фильтр менял. Фильтр грязный, нет? Нет. Да. Так, не, ну пыльный. прилично. Пыльный, ну, но он его менял. Видно, что мененный. Вот. А так, в принципе, заслонку чистить надо обязательно. Я ЕГР представляю, что там сейчас посмотрим, что будет. Сейчас открутим клапан, глянем. Так, Трубку сначала вот эту открути, угу. и мы посмотрим, как она засрана. Сильно, нет? Вот такой воксик. Сейчас мы будем делать его. А так, вокси машинка такая. Ну, тот же самый, до этого был Esquire у нас. Мы ремонтировали Esquire. Esquire это лакшери, а воксик это такой. Ну, а так в целом одна и та же машина. Просто здесь нету строчки, как у Esquire, и фрагментов кожи нету, вот и все. У Esquire здесь кожа везде. У него все вот так по-простенькому. Суть дела не меняет, машина та же самая. Двигатель, батарейка, все однотипное. Вот так вот. Ребята, работаем. Есть у нас батареи. Сейчас мы можем привести даже вплоть до того, что новую батарейку. Сегодня у меня была как бы разнарядка. Батарейки новые есть. По 250 они стоят. Это вообще в палете.
полностью в пакетах, полностью гарантия на них будет, все. Новые батареи, японские, кстати, японские батареи, не Китай никакой. Ну, это у нас контракты. Вон 90-ик на полке лежит, можно кому-то поставить, цена подешевле будет, как бы так. Применяем вот такие жидкостя. Сейчас вот будем менять АТшку, будем менять антифризы. Короче, здесь залит антифриз минус 35, ну 30-ка, 35 градусов почему-то. Либо он просто свойство свое потерял. Может быть, была 40-ка залита, а свойство потеряла до 35, да? Может же быть такое, в принципе. По сути, каждые 2-3 года Менять надо. По надо. пробегу вообще, Да? либо Ну 50 да, тысяч. по пробегу. Ну хотя у нас в Якутске надо чаще менять. Чаще менять, У да. нас очень грязно. Морозы, все это же Да, действует. мороз. Прикинь, перепады какие. Вообще. От плюс Да, 50 до минус там. Так что надо. Ребята, приезжайте, все сделаем. Из-за плохого антифриза, кстати, помпы вылетают. Ну, посмотри, как она очень Мгм. жестоко забитая. Да я так вижу, вон она жестко забита. Вон. Вот здесь как забита, посмотри. Раз. Вход, да? Вообще. Да. Ну клапан грязный. Вот клапан. Если трубка так забита, значит клапан вообще жесть. Сейчас будем клапан откручивать. Короче, вовремя человек обратился, молодец. Успел. Пускной коллектор тоже весь. Успел, да, успел двигатель. Это, кстати, двигатель убивает все. Также есть у нас помпы в наличии. Вот. Начал возить вот такие вещи, помпы на приусы. Есть. Все есть у нас, все имеется. Так вот. В общем, потихоньку запчастями запасаюсь. Будут у меня кое-какие запчасти к этим автомобилям гибридным. Че в магазине не найдешь, у меня можно найти. Что хочу сказать про приусы. Что у них часто вылетает из строя? Помпа инвертора вылетает. Помпа основная. Вот она находится у него здесь вот. Асиновская помпа. Она в оригинале стоит почти 30-ник. Но ее можно менять не всю. Можно поменять там только крыльчатку. Крыльчатки китайские, по-моему, от 6000 где-то примерно. Ну, Помпа такая пластиковая, так. электрическая, Там пластиковый такой картридж. Типа как крыльчатка. Его меняешь и все, и дальше поехали. В принципе, нормально. Что еще здесь вылетает? Свечки надо по пробегам менять. Машины больше 100 тысяч пробег. Надо менять всегда. Если во Владике не поменяли, лучше заменить самому. Вот. Заслонку чистить. Все, что еще? Какое тут обслуживание? Ничего больше тут не ломается, только обслуживание. Здесь нету ничего критичного. Здесь надо просто все обслуживать от грязи, от пыли. Вовремя обслуживаешь, и машина ходит нормально. Да, я, наверное, что-то сейчас не знаю, что-то мне бензин в последнее время не нравится, этот туймадовский. В последнее время что-то херовый стал. Ну, я октан Повысил. 98-й, Ага. октан повышенный, Ага. на Туймаде нефть. На И туймаде машина лучше стало ехать? вообще прет. Вот, ребята, горела. хандовод. Максим Хандовод. Это фанат, на самом деле, я не шучу, это фанат Хонды конкретно. Он уже много... Хондами Сколько ты лет уже? 10 лет. На Хондарях. На Хонде, да. Первый какой кузов у Первый тебя? GD1 кузов. GD1. Да. Полностью все менял, все заменил. Двигатель менял, ну, сам, лично. Контрактный. Ну он, Ну и как? красавчик. Это будет мой мастер по Хондам конкретно. Сейчас будет у нас автомобиль новый, вот этот, получается, стоит. Кстати, сегодня хозяин звонил, сказал, что заказал сцепление. Скоро придет сцепление, будем менять сцепление. Вот. Такие вот дела, вот такие у нас. Хорошая новость. Ну, интересная работа, потому что мы еще такое не делали. Потом, что еще? В принципе, по Хондам машины хорошие, но они любят высокооктановый бензин. Я уже понял, что проблема у них у всех с форсунками, проблема у них у всех со свечами зажигания, катушки. Короче, да, из-за этого двигателя у всех работают неровно. А у гибридов это очень важно. То есть это все на батарейку отражается, поэтому как бы так. Заслонка всегда будет чистая. Да. В общем, ребята, следить надо за машинами, вот и все. Даже если коэффициент 30%, уже надо чистить. Ну. Это заедание егошнее.
Ну а что сказать про масла? Сейчас про цены. Цены очень бешеные на все, я согласен. Все дорого очень стоит. Даже вот эти масла стоили когда-то копейки. Сейчас все намного. Но все равно цены более-менее приемлемые, я бы сказал. Если сравнивать с тем, сколько сейчас машины стали стоить, все равно идет у нас, так сказать, обесценивание всего рубля. Поэтому, если не обслужишься сегодня, завтра будет обслуживаться намного дороже. Правильно? Да. Завтра, может быть, цены и на масла подскочат, и на все на свете. Пока цены старые, я так думаю, ну, вот они вот на уровне года уже ничего не подкидывалось. В принципе, еще успевать надо это делать. Все, ставьте лайки, смотрите, как мы делаем этот ног. Подписывайтесь на наш канал. Кстати, канал обновил маленько, чуть-чуть изменил внешний вид. Кому понравилось, пишите комментарии, скажите, нормально, нет, что добавили бы. You know, everybody's been telling me what they think about me for the last few months. Maybe it's time I tell them what I think about them. Gotta concentrate against the clock I race. Got no time to waste, I'm already late. I got a marathoner's pace. Went from addict to a workaholic. Word to Dr. Dre and that first marijuana tape. Guess I got a chronic case. And I ain't just blowing smoke, less it's in your mama's face. I know this time Paul and Dre, they won't tell me what not to say. And know me and my party days have all pretty much parted ways. You swear to God I forgot him, the God it made, not afraid. One last time for Charlemagne. If my response is late, it's just how long it takes to hit my fucking radar. I'm so far away. These rappers are like Hunger Games. 1 minute they're mocking Jay, next minute they get their style from Migos, so they copy Drake. Maybe I just don't know when to turn around and walk away. But all the hate, I call it walk on Watergate. I've had as much as I can tolerate. I'm sick and tired of waiting. I done lost my patience. I can take all of you motherfuckers on it once. You want it shady? You got it. Follow my face. Yeah. Don't follow my face. Don't follow my face. Line 'em up. Don't follow my face. Don't follow my face. Somebody tell Button before I snap, he better fasten it. Or have his body bag and zip. The closest thing he's had to hits are smacking bitches. And don't make me have to give it back to academics. Say this shit is trash again. I'll have you twisted like you had it when you thought you had me. Slipping at the telly, even when I'm getting brain, you'll never catch me with a thought. Lacking with it, he ain't spitting like this on his last shit. Oh, you better go back and listen, you know me better. Thinking I'll slow a let up, call it trap. Cause it's a total setup, hoping that you rappers fall in that. Dre said hold your head up. Kathy Griffin stacking ammunition, slap the clip and cock it back on competition. This is how I shot ahead. Gabby Gifford, my attack is vicious. Jack the Ripper back in business. Tyler create nothing. I see why you called yourself a bitch. It's not just cause you lack attention, it's because you worship D12's balls. You're sacrilegious. If you're gonna critique me, you better at least be as good or better. Get all the hood is sweater, whatever his name is, to help you put together some words. More than just 2 letters. The fans waited for this moment, like that feature when I stole the show. Sorry if I took forever. Follow my face. Yeah. Don't follow my face. Don't follow my face. Line 'em up. Don't follow my face. Don't follow my face. Just remember, I was here before you, and I'll be here after you. Make you running for you. Detractors, I'ma have to fuck pitchfork with a corkscrew. Just what the doctor ordered. Revenge is the best medicine. Increase the dose from least to most, and then tell the Grammys to go and fuck themselves. They suck the blood from all the biggest artists like some leeches, so they nominate them, get them there, get a name to MC to show. Every parasite needs a host. Then give album of the year to somebody that no one's ever even heard of. All I know is I wrote every single word of everything I ever murdered. Time to separate the sheep from goats. And I got no faith in your writers, I don't believe in ghosts. When rap needed it most, I was that wing in a prayer, a beacon, a hope, put a B-I-R-D in the air. Somewhere some kid is bumping this while he lip syncs in the mirror. That's who I'm doing it for, the rest I don't really even care. But you would think I'm carrying an Oxford dictionary in my pocket. How I'm burying these artists on a scale. Есть. Да, мы мерили уже его, он 45 везде. Смотри, они все он такие вот, все свечки. Это первый ты цилиндр выкрутил? Первый. Ну, Первый. ну. Уже вы разбирали? Да, мы снимаем. Я прям хозяину показывал. Все, новые свечки ставим. Будем ставить иридиум. Вот такие вот. Он, Макс, все свечки открутил полностью.
Сейчас будем ставить свеженькие. И свечки будем ставить. Это у нас Iridium TT. iXEC 20 TT. Не перетягивай, Хорошо, нормально все, да? Все хорошо. Мгм. Я так просто на всякий случай проверяю. Вот, Валерку использовали Ну, опять. всё отлично. Керамическую смазку. Там всё хорошо. Силикон. Валера, да? Нет, вот эта смазка силиконовая. Вот, силикон. 416 сервис лайна. Силиконовая смазка 416. Да, все резинки ей смазываем, потому что они потом приобретают опять свою эластичность. Ну, то есть, как с завода становится резинка, она становится эластичная, мягонькая. Она спокойно входит потом в колодец. Прекрасно. Ну и все. Не трескается потом из-за этого. Да. Не сушится высокотемпературным градусом, да? Типа такого. Резинка Да. просто, как сказать, свое свойство опять приобретает эластичное. Поэтому такие вещи надо. Но резинки все в хорошем состоянии вроде. Не порепаны пока ничего. Вот нету такого, чтобы у него трещины были. Нету. А так, если что, резинки у нас есть всегда в наличии. Если будут такие резинки, я вот позаботился, прикупил. Все то же самое. Вот. Поменяем, если надо будет. Вот она такая должна быть с завода, мягонькая, хорошая. Ну, сразу мягенькой стала, да? Да? Да. Вот это да. Согласен. Силикон вообще вещь классная. Ну. Резинки всякие можно. Я постоянно силиконом вот резинки дверей обделал. Ну, даже если да. замок где-то что-то Да. немножко начинает брякать. Вот эти, да, резинки дверей вообще вещь. Вот. Да. Вот здесь вот. Да. Она скрипит машина, когда начинает. Да. Вода туда, когда моешь. Ну вот, 4... Давай покажем даже. Вот она получается мягонькая становится. Вот. Это у нас карп клинер SL-ный. Машина просто потом не скрипит из-за этого. Да, Ещё да. что-то такое. То есть просто взял вот так вот, если что. Просто купил себе баллончик перед зимой. Вот так вот раз, прошелся. Всё. И у тебя четкая резинка становится. Все ходит. Все мягонько, все прилипает. И она не рассыхается потом, понимаешь? Она эластичность свою начинает как бы это Да, сохранять. да. И грязь не прилипает она. Да. Она как бы отбивает. Ну вот у нас был, короче, ног, а у него вот эти сидушки перестали ходить. Салазки. Там грязь попала, там песок был, всякая такая байда. Да? Мы все это полностью с Андрюхой прочистили. Мгм. Этим пылесосом все проэтовали. Я беру вот такой силикончик, бах-бах, там все пробрызгал. Не ВДшкой, силиконом. именно. Да, силиконом. И все, и они Всё у него отлично. мягенько стали ходить, Да. короче. Да. Ну. ВДшка, она потом, когда высыхает, Вот эти резинки тоже. Чип. это вообще все отличная вещь просто. Так что, ребята, берите на вооружение. Вот, SL-очка 416. Да, любая силиконовая смазка, не обязательно SL. Вообще любая. Автохимия сейчас мощная. Ее надо использовать. И, в принципе, она не такая по деньгам-то. Слишком это самое. Дорогая, что ли. Ну, по крайней мере, у мастеров все это должно быть в автосервисах. Да. Прорекламировали. Клапан жестко грязный, блин, вообще. Ну, он грязи сколько. Это все с них. Клапан водой главное не замочить. Он, наверное, не намок? Нет. Ну, Видишь, ну, какой закрытый. ну. Стараюсь, что туда не Да, ему в принципе ничего не будет Ну да. вообще.
Да? Он герметичный. Ну, как бы посушить можно. в Ну. принципе, продуть. Вот этот шланг возьми, просто водой помочь сейчас. Ага. Как мы тогда делали, Да, да, под да. мелким напором. Хорошо. Сейчас вот так потру немножко. Чуть-чуть. Вот это. Он четко отъелся, да? Ну. Его это дело. О, фига в него дерьма сколько выходит, да? Во-во-во-во. О, смотри, какой он. Но, Блестит, чистючий. как яички. Азелит тема, да? А эта тема офигенная, блин. Все сжирает. Кстати, твои клапаны тоже можно так мыть? Твой клапан. Да, в принципе, да. У тебя же там тоже есть На на, фитах? на Хонде, на фите-то, ну. Смотри, он. Уже идеально, шток чистый, смотри. Вообще Он блестит уже. Ну. шикардос. Все карбиком еще пройдись и все. И ВДшки в него залей. Чтоб он это смазался четко. Воду вытеснил. Ну, смотри, сколько с него еще вылетело, да? Ну, есть такая. Во. Круто. Ну, просто шикар. Ну. Так ты этот возьми, как его, салфетки там, да еще. Вот. Вон грязь пошла. С последнего сопла смотри, сколько грязи. Фонтанка, ну. Во. Смотрим результаты. Все помыли. Вот у нас вот такой вот клапан чистый теперь. Вот такой у нас холодильник. О, все блестит. Все чистое. Трубки все в идеале. Вот такая трубка должна быть. Все прилегающие компоненты тоже все отмыли. Ну, вот эти вот трубки, патрубки, воздуховоды. Все чистое. Датчик МАФа. Датчик МАФа почистил тоже. Вот, снимали МАФ. Чистенький теперь. Тоже было грязи много. Что еще? Заслонка у нас теперь чистая. Коллектор отмыли. Тоже все чистое. Ну, самое главное в коллекторе это вот эти вот дырочки, вот эти вот. Они самое главное, чтобы были все чистые. И все. Все. Будем теперь все ставить. Все, собираем все в обратном порядке. Все помыли. Клапан уже Макс воткнул. Все работает. Завели после чистки ЕГР, замены свечек. Домкратили мы аппарат.
он у нас стоит. Короче, сейчас, чтобы нам слить жидкость с инвертора, сливается вот эта вот пробка. Вот она. А масло сливается с коробки, вон там пробка. Заливается сверху, пробка там тоже есть. Вот, и все, в принципе. Сейчас мы сольем все жидкостя. С радиатора тоже надо будет слить. Здесь вот есть пробка. Ну и все, в принципе. И все. Пошла водичка с инвертора. Сливаем. Сейчас будем с радиатора сливать. Решили мы использовать вот такой податчик масла. Удобная штука очень. Длинный шланг сделали ему. Вот так вот. Да. Сейчас будем заливать в него ВС-очку. Вот так вот. Будем испытывать российское производство податчик. Лучше он будет GTC-шного шприца или нет? Мне кажется, вообще кучерявая вещь. Очень кучерявая. Я так думаю уже сразу. Проверим. Ну. Все, пошло масло в ход. Посмотрим, как работает. Нажал? Да. Идет запись. Угу. А масло в Карабасе темное, да? Темная. Ну-ка посмотрим. Или нихуя нет? Да нет, это Нормально. темное, темное. Темная? Да. Оно 1080 ходило. Темное. Но масло очень черное. Вот оно. В коробке масло вообще. Темно-бордового цвета вообще. Так, заканчиваем полное техническое ТО. Сейчас Максим затягивает все болты. Поменяли масло. Будем ставить на колеса. Ну и все, в принципе. Короче, провели мы чистку EGR, замена свечей, замена антифризов в обоих контурах и замена масла в коробке. Ребята, Гибрид-центр Якутск. Подписывайтесь на наш канал. Приходите к нам, приезжайте к нам на ТО полное техническое перед зимой. Это я считаю, что необходимо делать. Особенно антифризы менять надо. Те, которые машинки пригнали с Владивостока в этом году, в этом сезоне, летом, обязательно делайте это, потому что можно попасть на инвертор, разморозить его, еще что-нибудь. Поэтому
Делайте свои машинки, любите их. Делаю диагностику после всех проведенных работ на Воксике. Клапан уже 1,9 встал. А был он почти 2,70. 2,75, по-моему, он был. Сейчас еще должен подупасть. Температура антифриза сейчас на 80, когда придет. Заслонка должна упасть на 14,5. И клапан чуть-чуть должен еще подрегулироваться, открыться. Воксик после обслуживания. Ой, посмотрим сейчас, как едет. Лучше, не лучше. Что изменения какие произошли. То есть здесь мы поменяли масло в планетарной передаче, антифриз в обоих контурах. Также ЕГР почистили и новые свечки поставили, иридиумы, ТТшные. То есть, что было до этого? Машину как будто что-то держала, да? Или как она вообще работала до этого? Ну, как будто тяга терялась и подтупливала, Ага. короче. На педали отклика не было, да, короче? Как? Ну да, и что-то это... Ага. Свою инерцию как будто потерял. Мгм. Резкости. Эти самые. Ну, отклика на педаль, да? Типа вот нажимаешь, она должна сработать сразу буквально, Ну да. а он тупит, типа такого, да? Ну да. И на холостом ходу на движке характерный такой звук был. И Мгм. вибрация офигенная. Ну это как будто бы, да, на ЕГР похоже, в принципе. Да, как будто, как сказать, Сейчас на батарейке идет она, не, она, как сказать, налегке как будто. да? Стала, да? Ага. Что, изменения есть прям, да? Есть, ага. Вот педаль чуть-чуть я нажимаю, она Мгм. уже это, разгоняется нормально. Ну это скорее всего вот ЕГР и свечки. Ну свечки по идее на расход должны Да. повлиять жестко. Расход должен убавиться, а вот отклик это скорее всего ЕГР. Потому что, ну, мы же видео отправляли. Ну, вот сразу видно, вот батарея сразу Пошла, да? пошла. А до этого, блин, Ага, ага. А до этого не заряжал, да, он получается, или не показывал? ну, сейчас по этим, по эко смотрю Ага. разницу. На. Ну так, топни маленько вот здесь, так, чуть-чуть так. Ну-ка. Газу так, хоп, маленько. Есть? Да. Я А. еще не на полную уже. Ну. По Покровскому тракту, когда езжу, По трассе надо проверить, да? до этого, короче, вообще как-то... Ну, довольно неплохо, да, я даже чувствую, сижу, вот, тяга есть. Есть. Я просто не знаю, как она до этого ехала и не катался. Ходовку надо менять. Конечно, ходовочку надо сделать, а. Чё? Так, чисто, ага. О, Ну. это обкрыло, да? Или что? Ходовочку надо сделать. Там, по-моему, одна. Вчера Справа, Максим лазил, да. Он говорит, Справа, что да? либо Нет, либо да. говорит соленблок какой-то, говорит, кирдык, либо шаровая, что-то какая-то нижняя, по-моему. Что-то он там увидел, короче. Устраним. Да, только грамотным ходовикам надо заехать, чтобы сделали и все. О, вообще офигенно сразу. Ну, я рад Ну, вообще. То есть, хорошо, когда да, человеку вот. довольно. Не зря Ну, работу как будто сделал. первый раз приобрел машину, Ага. Так же ездит, да? Да. О, мы вообще... Ну, вот когда АБС... Мизерно вот так. Ну. Вот, нажимаю, у нас сразу... А вот когда датчики поменяете АБС, у вас вообще машина по-другому Ну. поедет. Потому что
все влияет на коробку. Именно ABS, датчики, все Да, вот это да. считывание и все. Ну я посчитал вот по ходу. На коробку, на заслонки там. Ну вот, главное по регламенту все меняйте. Ну масло вообще затянутое было. Вот оно прям черно такое красное, бордовое, короче, темное. Черное уже почти. А на пальце как? На пальце тоже оно темное. Вот свежее берешь и это берешь. Оно очень темное было. Проверили вчера. И запах от него такой, знаешь, как типа гарь какая-то вот немного есть. Свежее масло, оно так не пахнет. Все, печка. Сейчас. Нет, намного уже поставил. Температуру не выставил. О, жарит. Нормально. Значит, тосол циркулирует. Все хорошо. Точно. Хорошо, Да, лучше да, стало. До этого. О, да себе. Ну, у тебя жара будет теперь. Потому что Сразу так не делался. тот тосол, печка. по идее, как бы он у тебя уже свойства потерял маленько. И грязи было, кстати, много. Мы когда, Было, да? ну, когда выкачали тосол, слили, там такие крупинки темные были, короче, всякой вот шляпы вот этой. Ну, я не заснял, к сожалению, не смог заснять. Воронку, когда с воронки заливали это все дело, переливали в другую канистру, короче, ну, вот эту старую твою жижу. И я увидел, что грязи очень много. Да. М. Да. Улучшится сразу видно. Ну, вот так, ребята, подписывайтесь, делайте свои машинки. Вовремя, главное, ТО проходите. Toyota машина такая, что ее надо просто обслуживать, ну, не запускать и все. А так, в принципе, она очень надежная машина. Did it most. I was that wing in a prayer, a beacon, a hope, a BIRD in the air. Somewhere some kid is bumping this while he lip syncs in the mirror. That's who I'm doing it for. The rest I don't really even care. But you would think I'm carrying an Oxford dictionary in my pocket. How I'm burying these artists on a scale that turns your minus mine's as various as Harley. And what's scary is you probably can compare me to your car, cause I'm just barely getting started. And far as Lord Jamar, you better leave me the hell alone, or I'll show you an Elvis clone. Walk up in this house you own, bust my pelvic bone. You just